Здравствуйте, ребятки, Салимец. Салимат Свет. Все подключились? Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Вроде да. Валерия Радченко. Где у нас Лерочка? Наталья Ивановна, здравствуйте. Извините, пожалуйста, я опоздала, потому что у подъезда убирала мусор, который оставили люди. И, извините, пришлось немного задержаться. Это благое дело, в который раз доказывает, что мы с вами экоактивисты. Я как раз хотела продолжить с вами говорить о экологической культуре и о гармонии человека с природой. Чистый хрусталь, ты моя тайна, зажигай фаеры на века в глубине твоего тайника. Домой, но я не устала, я так люблю танцевать с тобой. Под водой рыбы и звезды, что будет после? А после земля, ее оставит влага, погрязнут города. Зарегистрирован вблизи поселка Дружбы административной территории города Костанай 7 августа текущего года. В результате сильного ветра, по данным Казгидромет, в этот день сила ветра была 11 и более метров в секунду, а также жаркая погода. В результате создалась угроза самому населенному пункту поселка Дружбы, а также хлебным полям, расположенным вблизи лесных колков. Мусор подожгли в кольце. И вот из мусора, из этой трещины, лопнуло, видимо. Вот из этой трещины пошел пожар на всю территорию. Прошу учесть и принять во внимание. Белых проталин, будто нарисованных, и пока я наблюдаю издалека, хочу верить и буду, что все мои люди всегда со мной. За кормой нетронутый остров, что будет после? А после вода с неба будет падать. Мы сядем у огня, нам внукам сказать надо. Птицы в нас будут петь, в нас будут петь. Души в нас будут петь, в нас будут петь. Мы зажгли огни, мир такой маленький, осветили темноту.
заметили темноту. Мы люди-маяки. Сейчас много говорят об экологических проблемах, однако, чтобы действительно что-то понять, нужно просто посмотреть, во что мы превратили нашу Землю. И главный вопрос, можем ли мы еще что-то сделать и как.